Привет! Приглашаю вас в Финно-Угорский этнопарк. В прошлом выпуске мы с вами познакомились со старой частью села Иб и посмотрели интерьер старинной коми-избы. В этом видео проведу небольшую экскурсию по Финно-Угорскому этнопарку. Этнопарк создан в 2010 году. Это многофункциональный туристический комплекс, основной целью которого является от души развлечь посетителей и познакомить с культурой финно-угорских и самодийских народов. Обзор этнопарка начну с горки. Вот это поворот. Именно с нее открывается вид на село Иб с церковью Серафима Саровского. В этнопарке есть собственная лосиферма. В ней живут лосихи Моня и Муля. И совсем недавно к ним поселился лось Макс. Короче, лидер среди них это Моня, та, что покрупнее. Ага. Как сейчас подойти? А прям проходите вот сюда, вот там вход есть. Лоси. Приветики. Здравствуй, здравствуй, лапочка, здравствуй, здравствуй. В древности на лосях ездили пермские шаманы, а еще в шведской армии были лосиные войска. Также лоси служили геологам, транспортом в труднопроходимых местах. Рядом с фермой стоит охотничья избушка. Вот стоят лямпы с камусом. Раньше такие коми-охотники изготовляли, чтобы когда снег липкий, как сейчас, проходимость была лучше. Снег не липнет, скользит, а когда назад в горочку забираться, тоже лыжи не катятся, потому что камус держит. Всем желающим можно пройти охотничью тропу, а потом согреться возле костра. Этнопарк активно развивается. В этом году вроде бы уже ему будет исполняться 10 лет. Я рад, что попал сегодня сюда. Не каждый день удастся побывать в Ибе, в этнопарке, посмотреть на такие красивые места. Ой, я вижу там чум, Ижемский чум. Там, наверное, у меня и земляки будут. Пойду схожу к ним в гости и тоже сниму для вас. Чум для оленевода родной дом, поэтому к нему относятся как к живой душе. Экскурсоводом Чума работает мой земляк Алексей Семенович Канев, родом из деревни Ласта, Ижемского района. Оказалось, что совсем недавно Алексей Семенович написал свою книгу «Биары», и мне подарил один экземпляр. Я ее, конечно, прочитал. «Биары» — это повесть о жителях Крайнего Севера конца 13 века. По этой повести можно познакомиться с культурой коми. Биары — это и есть коми, их так раньше называли, в 13 веке. Мне очень понравился сюжет. Здесь описывается про одного молодого коми-парня. В конце книги написано, что ожидается продолжение. Я с нетерпением жду. Рядом с Чумом можно пострелять из лука в цель. При посещении этнопарка зайдите в коми-подворье, посмотрите избу 5 стенок. Если проголодаетесь, то здесь работает кафе. Очень вкусные пирожки, кстати. После карантина обязательно посетите Финно-Угорский этнопарк. С Сыктывкара до Иба ездит 514 автобус, билет на который мне обошелся в районе 200 рублей. В самом парке можно арендовать за 3000 рублей в час беседку. Благодарю за просмотр. Если понравилось новое видео, подпишись, поставь лайк, поделись с друзьями. Не болей, Бамби!